Сделал чат только для этих. Посмотрим, может, как лучше будет. Подписчики. О, что за... Да, ну будет. Она. Сегодня поговорим о независимости Бурятии. У меня что, голос опять сел, что ли? За стрим характы, лайки, пикты. Какие-то стрекозы тут еще летают. Ладно, босиком походим. Пешком полезно ходить. Босиком. Темный из РТБ. Блин. Это что за... Типа ракушки. Почему они здесь вообще оказались? Ну, видимо, выдуло. Так, да. Сейчас, наверное, немножко обосную я, почему считаю, что... Надеюсь, нормально слышно, потому что такой ветерок нормальный здесь. Независимость Бурятии. Ну, по сути, это неизбежно на самом деле, как и остальные. Другой момент, что должны наступить условия. И вот как раз про это и будем сейчас говорить. Сейчас покажу вам, какой здесь вид. Сегодня волны такие. Иногда заставляют этот одевать. Как их там? Жилеты. Вообще здесь надо отметить, все централизовано. То есть, короче, пляж, соответственно, он чистый. Затем, уборщики ходят, понятное дело. Ну и сами люди стараются не мусорить. Ну, тут как бы это и так все понимают. Потом туалет есть рядом. Потом я, наверное, засниму все это дело. Тут даже, знаете, любая спортивная площадка или какое-то место, где люди ходят, обязательно туалет будет. Потом даже зонты есть, зонты и лежаки. То есть приходишь, я вас ушел как бы, а вот там, получается, вся движуха там. Приходишь, можно на этих зонтах, лежать. Я сперва думал, не платные, но походу они бесплатные, потому что там никто не подходит, если там сидишь. Ну и как бы их это... Я просто на другом пляжу был, там какая система была. Там... Как же там было-то? Походу надо, в аренду берешь, платишь, уносишь его и потом заряжаешь, Я уже забыл как. Здесь, по-моему, бесплатно. Фух. Сейчас еще море покажу. Красота. Соответственно, все как бы есть. Просто я был когда-то давным-давно, как и Анапа, проводником работал. Но я уже забыл, как там было. Это капец давным. Это что, сколько лет назад? О, ужас. Ладно. Даже вспоминать страшно. Лучше не вспоминать. Но по-любому там не так было. Да. Ладно. Что-то у меня так много зрителей внезапно стало. Давайте поговорим сегодня про независимость Бурятии. Почему это неизбежно. Я просто, знаете, одну тему понял с вот этим вот Хомутаевым и с этим, как его, этот второй-то КНД. Суть-то в чем? Суть в том, что
видите, вот эти вот ребята, и про саму вообще, саму власть, можно сказать, и общество, которое в Рашке сейчас существует, да и было, в общем-то. Понимаете, вообще, почему все это происходит и почему у нас вот настолько наше общество вообще не готово к такого рода обсуждениям, да, насчет независимости, там, каких-то других вещах. Хотя это вполне нормальные вещи на самом деле. Почему бы и не обсуждать? Но сама вертикаль так выстроена, и на этой вершине этой вертикали сидят люди. Вот представьте своих одноклассников. Вот какие-то, помните, самые люмпины какие-то были, какие-то двоечники, какие-то асоциальные типы, какие-то лузеры, короче, неудачники. Ну, из каких-то таких неблагополучных семей, наверное, может быть. Ну ладно, это не будем трогать. Но, короче, такие люмпиноватые, вроде этого БНД и этого Хомутаева, короче. Почему так про них жестко говорю, сейчас обосную. И представьте, что эти люди, которые прекрасно понимают, что они никогда в своей жизни ничего путного не достигнут. Ну как? Понимаете? То, что они бы стали там, допустим, Путин кем мечтал стать? Таксистом мечтал быть. Если бы он нашел свое призвание, вот, таксистом быть или еще кем-то, а не стремился лезть во власть. И вообще в этой системе была бы власть куда-то наверх. Да вообще тоже неправильное понимание наверх. То есть понятное дело, что во власти там большие деньги, большие возможности, но все-таки он же должен быть просто чиновником. Отработал, ушел на пенсию и живешь спокойно. Можешь ходить нормально среди людей. Никто тебе не мочканет, ничего. Никто тебе там в лицо плевать не будет. То есть ты обычный член общества. А у нас как? То есть не у нас. У меня теперь и гражданства даже нету, получается. Мне же сейчас загранпаспорт продлять не будут. Получается, я вообще теперь непонятный статус у меня. Ввели же новый закон, согласно которому у кого такие статьи, как у меня, все получается. Отказ в консульских услугах. Грубо говоря, поразили в правах, лишили гражданства. Короче, у меня теперь даже гражданства никакого нет. Такие вот дела. Ладно. Так что теперь я могу точно говорить, что не у нас, а у вас. Потому что я этого гражданства лишен. Такие вот дела. Ладно. Какую гору построили.
Раз. Сейчас есть? Что, давно такая история? Капец. Звука не было, что ли? Так, ладно, давайте перезапущу тогда стрим. Капец.